Раз в месяц в рамках совместного проекта международного клуба «Формат А3» и Союза журналистов Абхазии нашу страну посещают известные российские политологи, журналисты и экономисты. На сей раз у студентов Абхазского государственного университета появилась уникальная возможность послушать ведущего научного сотрудника Центра евроатлантической безопасности и Института международных исследований, члена Союза журналистов России, главного редактора журнала «Международная аналитика» Сергея Маркедонова. Тема его лекции – Абхазия и абхазо-российские отношения в контексте геополитической ситуации на Кавказе. Если говорить про 2008, то с моей точки зрения ключевым поворотным пунктом был не сам 2008, он был следствием. 2004. Южная Осетия, которая была гораздо более урегулированная ситуация, чем в Абхазии, где 12 лет не стреляли. Там произошла разморозка конфликта, и дальше этот поезд приехал в ту точку, которая называется 26 августа 2008 года. Причинно-следственные связи. Если сегодня в российско-абхазских отношениях, которые вот на фоне такой турбулентной панорамы развиваются, проблемы есть, конечно. Мы не виноваты, что мы большие, вы не виноваты, что мы маленькие, но разная степень чувствительности, пороги чувствительности. Ну для Москвы что такое? Ну там купить какие-то объекты, там получить собственность, имущество. Да ерунда. В Краснодарском крае их получают там во много раз больше по соседству. А здесь малый народ, переживший войну, страшную демографическую катастрофу. Вот как, откроешь, а потом не окажешься здесь, так сказать, в результате обслуживающего персонала. Этот вопрос возникает. Отсюда возникает тема гражданства, тема имущества. Появляются политики определенные. Я их не буду называть, это некорректно было бы, чтобы я там давал оценку внутриабхазским политикам, наверное, которые даже на этом спекулируют, говорят, нет, мы этого не дадим и так далее. Поэтому, если мы посмотрим с вами даже договор российско-абхазский, мы увидим, что там есть пункты, которые сложно согласовывались. И этот договор показывает, что здесь не речь идет о каких-то куклах, которых дергает кукловод. Это признают и ряд западных экспертов, в частности, вот тот, кто оценивал договор, это Лоренс Бройерс, Том Девал и так далее, британские кавказоведы, которые говорят, да, это ситуация, тот договор, который дает достаточно большую степень автономии по сравнению с двухсторонним договором России и Южной Осетии. То же самое касается там, возможного вхождения. Политолог отметил, что сегодня у России и Абхазии прочные союзнические отношения, при которых наша страна может рассчитывать на гарантии безопасности и экономическую помощь от соседей по границе на реке Псоу. Поэтому новое качество, которое Абхазия и российско-абхазские отношения приобрели в 2008, это довольно твердые гарантии безопасности, это изменение политгеографии. Мы видим, что в Гальском районе, куда я имел опыт ездить еще там, с сопровождением вооруженным, да, сейчас это не нужно. Мы видим, что в Чхалте нет в сердце Абхазии, так сказать, администрации. То есть новое качество безопасности и невозможностей для экономического развития. А чего нет? Есть проблема, наверное, в развитии. Это проблема, про которую говорят и в Южной Осетии. Мне кажется, что повестка развития крайне важна. Вот эта военная фаза завершилась. Получилось новое качество. И сейчас задача от восстановительной темы, от преодоления последствий войны и конфликта перейти к, собственно, развитию. Когда все не будет определяться исключительно историей. Потому что вы уже новое поколение. Конечно, вы будете помнить про ту трагедию, которая была в 90-м и так далее и тому подобное. И на этом будет выстраиваться, собственно, и выстраивается уже ваша идентичность. Но другие вопросы повестки дня должны быть. Среди других вопросов повестки Сергей Маркедонов в первую очередь обозначил качество власти, которая должна сменяться цивилизованно. Были же сюжеты непростые, да, когда там то 300 человек, то сколько еще пришли, власть снесли. Это не работает, в принципе, на имидж республики. Власть должна цивилизованно меняться, да, чтобы в том же разговоре с Тбилиси можно было сказать, у вас так, пожалуйста, у вас там 2 года парламентский кризис, а у нас нормально, у нас избрали парламент, вот, смотрите, он конкурентный. Иной раз мне кажется, когда я вот наблюдаю за ситуацией внутри Абхазии, я на эту тему много шучу, у вас, мне кажется, демократии столько, что даже иногда с избытком. Ну а в Москве, наверное, надо понимать эти вещи и иной раз не пытаться испрямить эту ситуацию, как вот нам иной раз кажется, когда там какие-то приезжают люди
из Москвы, мало знакомые с абхазской спецификой, да ваши НПО, они там все продадут республику там за 3 копейки. Я говорю, да, ребят, ну и в этих НПО есть люди, кто воевал за Абхазию, на секунду, да, куда кого кто будет сдавать за 3 копейки и прочее. Думаю, что в будущем для российско-абхазских отношений оптимумом будет понимание тонкостей и с той, и с другой стороны, понимание того, что у нас есть и чего у нас нет, отсутствие каких-то завышенных ожиданий и требований и с нашей, и с абхазской стороны. И тогда, я думаю, у нас получится, и мы сможем действительно говорить, что Россию поддерживают не только потому, что сила, а потому, что Россия дает что-то для карьеры, для развития, а не только Запад. Чтобы не было вот этой вот вещи, знаете, которая повторяется, что Россия – это значит архаика, Россия – это значит коррупция, Россия – это значит неконкурентность. Это не нужно для того, чтобы американцам нравится. Совершенно нам никому не надо ничего, никому и некому доказывать. Для самих себя важно. Далее у присутствующих была возможность задать известному российскому политологу вопросы, которых у студентов-международников было немало. В беседе со студентами принял участие и секретарь Совета безопасности Абхазии, историк Сергей Шамба. Анастасия Ниганова, Торник Амичба, Абаза ТВ.